регулируют размер дастрахана у народа, а сами занимаются расточительством. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, от чего местные жители пришли в шок. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. یک اقدام مقامات در باختر مرکز ولایت ختلان بحث برانگیز شد. در این شهر در آستانه جشن نوروز به تنه درختان قدی کوچه متای اطلس و چکن بستند و ناگهان خشم بسیاری از ساکنان را برانگیختند. Действия местных органов власти в Бахтаре, областном центре Хатлонской области, вызвали полемику в обществе. В этом городе накануне празднования Навруз стволы деревьев обмотали атласными отрезами и чаканом. Это вышивка орнаментов, изображений, цветов и символических узоров разноцветными нитями на хлопчатобумажных или шелковых тканях, широко распространенная в Таджикистане среди женщин и девушек, чем вызвали возмущение многих жителей города. Власти пока не прокомментировали эти свои действия, но многие пользователи в интернете обвинили их в необоснованной трате денег. Один пользователь, пожелавший остаться неназванным, сказал, что власти регулируют проведение торжеств и обрядов гражданами, но ничего не говорят о своих дорогостоящих компаниях. Он так прокомментировал эту ситуацию. Если во время празднования Рамазана и Иди Курбон люди накрывают дастрахан для гостей, то власть, придержащие, постоянно говорят о расточительстве. А сегодня почему они забыли о расточительности? Что это за традиции и что за такие обычаи у наших предков? Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь на самом деле все эти ткани достаточно дорогостоящие. Ну разве оно того и стоило? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Другой пользователь пошутила, что у нее нет такого атласа в гардеробе, а власти в это время одевают в него деревья. А пользователь под ником Кишлак написал, что если бы подарили эти отрезы из атласа и с чаканом женщинам, которые подметают улицы города, то это было бы совсем другое дело. Я не понимаю смысла в этой вашей работе. Или вы напялили это на деревья, чтобы они не замерзли? Другой пользователь призвал власти прекратить заниматься показухой. Он написал: было бы лучше, если бы вы прислушались к людям, когда цены на бензин пойдут вниз. Если они не пойдут вниз, то тогда нам уже сейчас нужно покупать ослов. Но были и такие пользователи, которые поддержали инициативу городских властей этого южного региона и назвали такие украшения красивыми, призвав пользователей не судить так строго в этом вопросе, но их противники назвали эти высказывания подхалимством. Один из пользователей пишет: «Мне стыдно за такую работу подхалимов. Дайте лучше эти отрезы девушкам из бедных семей, чтобы они надевали их. Люди летают в космос, используют современные технологии для того, чтобы улучшить жизнь населения, а льстецы украшают деревья. Неужели среди таджикской нации есть такие люди?» Некоторые из комментаторов предложили, чтобы власти вместо таких показушных мероприятий занялись наведением порядка в городе. Один из них написал, что ваш интеллект только на такое способен. Вместо того, чтобы тратить деньги на такие показушные мероприятия, лучше приведите в порядок городские улицы. Облик Курган-Тюбе с советских времен еще не менялся. И также один пользователь написал, что он бы не был против такого творчества, если бы Таджикистан был развитой страной. Само государство, его граждане должны быть богатыми, как в Америке, Европе или хотя бы как в России. С долгами в 4 миллиарда и людьми, большинство из которых являются мардикорами, такие дела совсем не к лицу. Вы согласны с такими высказываниями? Какую сторону вы поддерживаете в этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.